Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие рыбы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 24 по 30 октября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. У всех по-разному проигрываются данные прогнозы, поэтому, конечно же, смотрите и знак асцендента или лунный знак. В любом случае вы найдете для себя здесь какую-то подсказку. Также напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз, не воспринимайте все буквально. Ставьте лайки для обмена энергиями. Также спасибо большое за комментарии, за просмотры, за лайки, за добрые слова. Еще, если я не замечаю каких-то событий, совпадений в данном раскладе, то вы, конечно же, в комментарии мне пишите, и я вам отвечу, что может обозначать данное совпадение. Возможно, для вас это будет крайне важным. Итак, дорогие рыбы, давайте-ка будем смотреть а, события с 24 по 30 октября для вас. Так, события для рыб с 24 по 30 октября. Ну что, дорогие мои, давайте-ка будем смотреть. Первое событие — получение прибыли, денег. Ну, неделя началась замечательно. Дальше смотрим. Так, это касаемо работы, то есть прибыль может касаться работы бизнеса. Так, дальше. Мгм. Так, так, пока что ничего не замечаю. Ну, будем смотреть еще. Так. Мгм. Есть у нас удача, счастье и все успешно произойдет, какая-то ситуация. Будет какая-то удача. Будет получение того, что вы задумали, притом удачным каким-то образом. Так. Мгм. Так, смотрите, есть какое-то событие касаемо ребенка или ваших детей, или каких-то семейных бытовых вот таких вот моментов. Так, есть поездка, либо кто-то к вам приедет, либо вы куда-то поедете, какая-то дорога тут выпадает. Поездка. Так, и так, смотрите, поездка может касаться, может быть, поедете к какому-то влиятельному, значимому человеку. Так, это может быть представитель законной власти, какой-то влиятельный человек. Это может быть еще какое-то, для кого-то это может быть повышение по службе, вот счастливое, удачное стечение обстоятельств. Вам объявили о том, что вас повышают по службе, как вариант. То есть это не у всех, конечно, но как вариант тоже. Но в основном это поездка вполне возможно к какому-то человеку. Это мужчина.
Это у нас мужчина, притом влиятельный, богатый, при должности хорошей, скажем так, может быть значимый очень человек. Это может быть, кстати, ваш муж, это может быть отец, это может быть ваш хороший знакомый, друг даже. Так, может быть помощь, может вы обращаетесь или едете к этому человеку по поводу ваших каких-то семейных дел или по поводу ребенка. Это еще так, кстати, может говорить о специалисте, о каком-то специалисте в своей области. Это может быть и врач, или учитель. Ну, давайте-ка посмотрим, о чем это здесь. Что это за дяденька у нас тут такой? Что это за мужчина? И чем он вам поможет? Мужчина. Ну, он вам поможет, да. Хороший мужчина. Это может быть, кстати, по работе что-то. Это что-то с работой может быть связано. Что-то, знаете, от этого мужчины для вас будет как подарок какой-то. Вы будете чем-то очень довольны. Еще. Так. Так, для кого-то эта ситуация может быть, смотрите, может поедете к человеку и если какие-то разговоры будут с ним о каких-то переменах, могут быть разговоры с этим человеком еще. Информацию какую-то человек может, либо вот деньги в конверте, либо какая-то информация вам придет. Притом немало, много. Либо пообещает деньги на будущее что-то. Вот такой вариант тоже возможен. Так, давайте-ка будем смотреть, что еще совпадает. Так. Ну, это у нас касаемо работы бизнеса. Так, еще. Нет. Тут. Здесь тоже не вижу. Так. Ага, вот есть у нас еще поход в казенный дом. Поход в казенный дом. И общение с вот таким вот товарищем, да? То есть это какое-то начальство, какой-то влиятельный товарищ. Угу. Так, ну что, давайте-ка подытожим, потому что больше я ничего не вижу, никаких совпадений. Если заметите, то, конечно же, пишите мне в комментариях. Итак, начало недели, это где-то вторник у нас получается. Будет прибыль, будут деньги, будет финансовая прибыль. Так, что-то касаемо бизнеса. Все очень счастливым и удачным образом у вас складывается, получается прибыль. Также к середине недели у нас есть поездки к какому-то влиятельному человеку и занятия какими-то семейными делами, либо все, что касаемо ребенка или детей. Вполне возможно, может вам придется договориться по поводу детей, оформления как-то детей. Может быть, это что-то со школой связано, может быть, с детсадами, может быть, какая-то бумага или справка где-то нужна. Может быть, у вас еще какая-то вот дорога выпадает. Либо к этому человеку, влиятельному человеку, в казенный дом, как вариант. Есть какое-то подписание или оформление каких-то документов в этом доме, в казенном доме. То есть это любое государственное учреждение, все, что касаемо государственного учреждения. Так, ну вот такой вот для вас прогноз. Давайте-ка еще посмотрим подсказку, совет для вас. Порой от ангелов. Порой так не хватает такого совета, да. Вот порой не знаешь, что делать или как правильно поступить. И такой бы советик очень даже не помешал. Так, совет от ангелов для всех
те, кто родился под знаком зодиака Рыбы. С 24 по 30 октября. Что же вам посоветуют ангелы? Так, ну это у нас четверка пентаклей, да? Четверка Ариила. Отдавая, вы не одновременно получаете. Сопротивление переменам, крайняя скупость или расточительность. Ну, смотрите, четверка пентаклей обычно говорит о том, о накоплении, о получении денег, о том, что вы их пытаетесь не тратить, а каким-то образом сохранить. Также еще туз. Смотрите, у вас здесь туз Ариила говорит об удачном дне, о перспективах на будущее, о том, что есть шансы заработать. Удачный день, новые ресурсы в форме денег, времени и поддержки, новая работа или продвижение по службе. Кстати, вот здесь может быть тоже предложение продвижения по службе, да? Ну, для кого-то, то есть у всех разные ситуации возможны. Итак, ну, такой для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока.